Начинаем работу в прямом эфире. Добрый день. У нас сегодня в гостях представители абазинской общины Кабардино-Балкарии Владимир Пшеноков, Залим Абазов и Аслан Чегемов. Эти ребята уже приезжали к нам и в 2018 году и ранее во время презентации книги Абазов в Кабарде, затем участвовали в нашем культурно-спортивном фестивале, были гостями. Сегодня они уже приехали в качестве официальных представителей регионального совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в Кабардино-Балкарии и недавно созданной общественной организации Абазов в Кабардино-Балкарии. Вот, Владимир, мне интересно, буквально несколько лет назад абазинами в Кабарде называли тех, кто не так давно туда переехал, по воле судьбы, так скажем, по работе, по учебе, по каким-то семейным обстоятельствам. 3-4 года назад о своих абазинских корнях вспомнили потомки тех, кто 200-300 лет назад оказался в Кабарде. А сегодня абазинская община в Кабардино-Балкарии уже создает такие общественные организации. Вы могли бы как-то объяснить, чем вызвано вот такое изменение в самосознании абазин в Кабардино-Балкарии и вот этот всплеск общественной активности абазинской общины? Добрый день всем. Скажем так, многие из фамилий таких, которые проживают в Кабардино-Балкарии, в принципе, говоря на кабардинском языке, в обиходе у них все равно осталось то, что в памяти они помнят, откуда их корни, как они переходили, откуда, как они переходили именно на территории сегодняшней Кабардино-Балкарии. Все процессы у них в памяти, на языке, даже когда за стол присаживаются, там обычаи, и ментально немного они ближе на самом деле. Если взять Баксанский район с Зольским, они немного отличаются ментально от другой сегодняшней Кабардино-Балкарии, от Кабарды, скажем, там от Малой Кабарды, от Большой Кабарды. То есть эта память предков была жива, и это был какой-то назревавший процесс, и настало время просто вспомнить и заявить о себе. И именно так, потому что те фамилии, например, просто на языке, так если вы Хутовы, Кужевы, к примеру, очень много в Кабардино-Балкарии представителей. Например, я не знаю Хутовых, кого можно будет обратиться, сказать, даже на кабардинском языке, когда на застолье, свадьба где-нибудь там, сказать, Хутовы кто там, при первом разговоре по происхождению, 80% из них скажут, что мы там, мы абазины, и скажут, в каких районах здесь проживают, в Карачаеве, Черкесии. Многие даже поддерживают отношения. Кужевы то же самое, Кужевы, по моему, так скажем, общению, где-то 60%, скажем так, из ребят, которых я знаю, они знают про свои корни. Маршеновы, все практически сразу мы абхазы, еще и говорят, что мы князья абхазские там. Залим, у него фамилия Абазов, наверное, фамилия сама о себе заявляет. На адыгском языке это звучит как «я Абаз». Вот. Ты чей это говоришь? Я спрашиваю, ты говоришь «я Абаз» по фамилии. У нас 8 родов Абазовых вообще, они все не роднятся между собой, просто начали называть по народу, которые произошли. Это, скорее всего, уже происходило в царское время, когда переписывали население, как кабардинцев. У вас, Аслан, когда пришло, в семье вообще шла речь о том, что ваши корни абазинские, или это пришло как-то позже? Мои корни абхазские. И в 80-х я первый раз услышал, что абхазские корни у нас. И в 90-х годах на эту тему, когда разговор шел, мы с удовольствием обсуждали, что мы имеем такие корни
Абхазии, что в одной из Чегема есть такое произведение известного Фазиля Искандера, как бы тоже подкрепляло наше общение на эту тему. Ну, мы как бы гордились тем, что абхазский корни имеем. И очень как бы интересно этим дальше глубже заниматься. Насколько глубоко вы уже... У нас есть у каждого из нас, у каждой семьи в доме есть древо. Оно начинается в 1806 год. Это Саид Чегем. Вот кто его уже родил, его отец, уже неизвестно. Но вот с этого момента мы предполагаем, что вот Саид Чегем, он уже попал в Каймарду из Абхазии. Это уже, наверное, больше 10 поколений, получается, вы ведете родословно. Где-то около 10, по-моему, 8 или 9 поколений получилось. Ну, это то, что касается корней и самосознания. Вот то, что касается общественной активности, вот той, которая проявляется в последнее время. Ну, Чем вы это объясните? Нас многие знают, как мы и общаемся, часто ездим на мероприятия, не только в Карачаево-Черкесии, в Абхазии много нас кто знает. Стараемся на все праздники приезжать, нас также приглашают официально. Хотелось как бы объединить, то есть, ну, такое формирование, как диаспора. Пускай кто-то сомневается, вот даже элементарно список, вот то, что фамилии, Абаза в Кабарде, книга, то, что презентация была, там даже вот этот список мало что из себя, скажем, по большому счету значит, потому что слово вот на обложке Абаза в Кабарде многим дало толчок для того, чтобы они просто определились ментально в себе, самосознание, чтобы более толчок чтобы был, нужно было какой-то шаг делать. Это, ну, мы живем в современном мире, как просто так вот говорить, там, не знаю, вот я говорю, там, ну, это мои предки говорили, этого сейчас недостаточно. Надо прозрачно, в законном порядке, как бы это все делать, организованно. Поэтому ни раз, ни два возникал такой вопрос, что надо. Официально у нас есть Конституция, все, что нам разрешается в этих рамках, официально, чтобы мы могли себе представлять, чтобы к нам могли туда приезжать, какое-то слово закрепленное под нами, чтобы было. И решили все-таки сделать этот шаг и официально вот организацию общественную, потому что любое взаимоотношение, партнерские какие-то связи, это все к этому идет, что бумаги, это вообще активизация абазин и в Карачаево-Черкесии, в других регионах России, в Абхазии, в Турции, в других странах тоже как-то повлияло на вашу... Да, конечно, да. Да, мы общаемся, ездим друг к другу в гости и видим, как это способствует для развития на самом деле. И поэтому без всяких, как только мы определились, решили, что мы готовы существовать как диаспора в Кабардино-Балкарии, и израильская, и белорусская, украинская, много очень организаций, диаспор. Мы решили Можно себя громче? заявить. Громче. Мы себя решили заявить как, ну, диаспора, база диаспора. Поэтому устава, в котором все прописано, цели, задачи наши, чтобы люди могли увидеть, понять. И никаких, чтобы таких, если вопросы возникают, там уже цели, задачи, если ясны, то уже могут нам, как бы сказать, а почему вы это не делаете, а почему вы это не делаете. Год прошел, чтобы больше ответственности было, чтобы более серьезнее к нам относились. Это все для этого, в принципе, и делается. Вот ваша организация официально называется автономная некоммерческая организация Центр изучения культуры и истории народов Кавказа Абаза КБР, да, вот, Кабардино-Балкарской республики. Вот, у вас идет Центр изучения культуры народов Кавказа и название Абаза. Надо ли это понимать так, что у вас ваша направленность будет на все народы Кавказа, но приоритетом будет Абаза?
приоритетом будет изучить, это приоритеты у нас абхаза, абазина, убыхские народы. Поэтому мы как бы, это для нас приоритет на сегодняшний И день. основное направление деятельности, судя по названию организации, это культурно-просветительская работа Да. или будет еще? Культура, именно нас сегодня интересует культура, потому что многие даже вот элементарные обычаи, когда сталкиваются, даже вот из района в район переезжаешь, какие-то там непонимания, маленькие нюансы. А почему так у нас отличаются там Баксанский район от Терского района? А вот когда вот мы недавно, вот, например, Мурат приезжал, Муков, и с мастерами столкнулись так, что надо было именно абазинские там по зарисовкам, ювелирные изделия там заказывали, там пошив черкесский. И ребята, которые привыкли, вот ну, стандарт какой-то, Мурат им объяснял, не, вот так, они, вот уже даже ювелиры тогда говорят, угу. Он берет эти наброски, уже себе отложил. Он говорит, можно я это себе оставлю? Говорит, потому что некоторые даже подходят, те же в Кабардино-Балкарии. Будет запрос на да. абазинские Да, они подходят, говорят, а можно от стандарта отойти как-то? А он говорит, а у меня, я не знаю, что вам предложить. И вот, пожалуйста, предлагают. Он даже, он говорит, вот пришел Маршенов ко мне парень, сапоги пошить, говорит, а у меня лежит вот абхазский вариант, почему бы не предложить ему? И вот наши взаимоотношения, вот это все, ну, взаимообмен культуры, обычаев, мы подчеркиваем в определенных моментах, что это вот абхазы, абазины, убыхи именно вот так одевались. Именно такой у них обычай был, например, застолье. И, ну, это дает свои плоды, хорошие плоды, поэтому... Ваш сегодняшний приезд, он у вас идет по двум направлениям, по линии Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и по линии организации Абаза. Вы сегодня встречались с здешним региональным советом ВАА и также встречались с правлением ассоциации Апсадбио. Это было просто знакомство первое, ну вернее не первое, вот это уже знакомо, но именно как организация с организацией, я имею в виду. Или уже обсуждались какие-то конкретные вопросы, деловые моменты какие-то? Ну, в рамках ВАКа мы это все обсуждали между двумя региональными отделениями. Функции, цели, задачи ВАКа нам всем, конечно, известны, устав. И как бы вот недавно возглавил Муса Хабалевич, экзеков ВАК. Что тут, как говорится, скрывать, оно по-новому начало работать, и изменения в уставе были. Мы посмотрели и решили, что на самом деле оживление этого конгресса должно подкрепляться нашими партнерскими какими-то взаимосвязями. И ВАК просыпается, но по-новому начинает дышать, работать. И одной из этих подпиток, скажем, вот наша диаспора Кабардино-Балкарии. Вы сегодня подписали соглашение между вот этим Центром изучения культуры и истории народов Кавказа Абаза, Кабардино-Балкарской республики и Ассоциации общественных абазинских организаций Карачаево-Черкесия Апсадгил, соглашение о сотрудничестве. В каком направлении вам видится это более перспективным? Какие вот сейчас первоочередные задачи вы перед собой ставите и в чем организации Карачаево-Черкесии могли бы вам помочь в плане, может быть, налаживания первых шагов, поскольку здесь уже какой-то опыт наработан? Хотелось бы не тратить время на спотыкание, там каких-то делания ошибок и воспользоваться опытом, конечно, опытных уже организаций, поэтому в Карачаево-Черкесии у абазинских организаций колоссальный в этом есть опыт и развитие, и выживание, скажем. Это все нам, думаю, пригодится, обмен опытом. И то наш договор, который мы подписали сегодня, о взаимопомощи, сотрудничестве, уже сегодня много заметок было сделано, в частности по изучению абазинского языка, что мы даже не знали, какие-то нюансы, там, та же самая предоставить программу, которая уже здесь преподается,
уже нам считали, что огромная помощь в этом уже оказывается, потому что мы на это время не тратим, а можем практически сразу начинать работать, ну, на организационные какие-то моменты потратить время и все. Поэтому это большая помощь на самом деле от этого. На какой актив вы опираетесь, насколько много вас абазин в Кабардино-Балкарии, которые готовы включиться в эту общественную работу? Ну, вот Залим, Аслан, вы, кто еще, насколько Ну, вас много? Сам актив человек 30. На сегодняшний день человек 30 это те, которые, то есть, ну, В принципе, на начальном да, этапе для старта. не наверное, год, не 5 лет, которые это, ну, знают, как, что, понимают на самом деле важность этих всех вопросов, что их, эти вопросы надо решать, как-то двигаться вперед надо. Поэтому, ну, для начала, я думаю, это нормальные шаги, пускай маленькие, там, по полсантиметра, но шаги вперед. Я думаю, все будет хорошо, если Вот я взаимопомощь. хотел, чтобы ребята тоже высказались. Вот, как вы ощущаете, насколько общество, община абазинская в Кабардино-Балкарии готова сейчас вот в такой встряске, скажем так, да, и чтобы пойти по пути, может быть, возрождения языка, культуры, традиций? Ну, вот Традиции, Залим, они например, ничего не Ну, я утрачивают. считаю, что еще не совсем так было все печально, что утрачено. Есть люди, которые связи поддерживают здесь, в КЧР. И что уже пора бы, и, как сказать, уже открыто заявить, что мы здесь есть, как диаспора, как община, и намного большая вроде община. может, это по абазинским играм, вот, в частности, вот Залим активно принимал участие по формированию команды. И расскажи про абазинские игры, как. Ну, мы в этом году участвовали первый раз, в прошлом году, да, Да, простите. уже прошлых. Участвовали первый раз, но в этом году, думаю, в прошлом году не полная команда была, в этом году уже планируем полной командой уже приехать и так участвовать, полноценной командой. Места какие были, сами. В прошлом году по армрестлингу мы, по-моему, первое Да, место да. взяли. Да. Да. Ну, главное участие, я считаю, как бы. Ну, заявили, что мы есть просто Олимпийский принцип. здесь. Да, и ребята, ну, собрались все таким вот, ну, Залим тоже, и Маршанов там у нас, которые базовые ребята, с удовольствием с огромным приехали и приняли участие. Кто-то пообщались, своих родственников поговорили. нашел, да, Ныровых там. Да. Контакты какие-то более тесно намечаются. Да, Да. вот Ну, если- граница убирается. У нас-то была определенное время поставлена такая граница, стена, что мы забыли не то, что, как говорится, кто там твой родной находится, забыли свою тень, что такие времена, мы через такие наши предки, отцы прошли, деды. Поэтому сейчас все хорошо в этом плане. У нас есть конституция, есть законы о малочисленных народах. Как бы просто надо. И с тобой никто не будет считаться, если ты безграмотный, если ты чего-то боишься постоянно, шарахаешься от угла в угол. Надо просто нормально идти по закону, как есть, прозрачно. Конституция, все, Российская Федерация. Мы в основном все, у нас двойное гражданство. Конституция Абхазии также параллельно, в основном, она параллельно идет. Не очень-то и копируют, но параллельно идет Российская Конституция. Так, нам ничего в принципе не мешает. Ну, Лишь Залим, бы- вот я смотрю, вы какое-то направление для себя уже определил спортивное. Но он Да, возглавляет да, Аслан, отделение. ты как видел свое участие вот в этой общественной работе, которая сейчас Я вот хотел бы сначала сказать насчет языка. Вот сегодня я услышал, что в Зольском районе как бы изъявили желание, сами изъявили желание изучать язык. Вот, это меня как бы до сих пор я об этом думаю, уже несколько часов. По-моему, вот на это нужно, на это внимание надо. это хороший сигнал, да? Особое внимание, потому что люди сами, которые заявили, значит, они как бы себя очень как бы, ощущают и хотят язык знать. Это надо акцент на это сделать и как-то этим людям помочь, помогать, чтобы это у них получилось изучать.
ну, может быть, не сами они будут изучать, а дети там, в садике, в школе. Как-то вот это начало дать этому. У нас организация Лахара определенный опыт обучения языку имеется с нуля, причем обучение языку, я думаю, он пригодится. Единственное, надо будет, наверное, в Кабардино-Балкарии решить вопросы, связанные с возможностью общего преподавания абазинского языка, поскольку в Карачаево-Черкесии абазины, хоть и малочисленный народ, это все-таки субъект образующий, это абазинский язык, государственный язык в Карачаево-Черкесии. В Кабардино-Балкарии такого статуса у абазинского языка нет, и, наверное, там могут быть какие-то формальные препоны для этого, но, наверное, надо будет вот эти вопросы, если снять, во всем остальном, именно в практическом плане, я думаю, опыт Лахары здесь пригодится, и вот то соглашение, которое сегодня было подписано о взаимодействии, сотрудничестве, я думаю, в этом плане будет работать наиболее эффективно. Но во всяком случае, такое желание есть, такое пожелание тоже есть, хочется пожелать успеха и вам в той новой роли, которую вы взяли на себя. Очень надеемся, что вам удастся, нам всем удастся как-то оживить нашу общественную жизнь, вдохнуть в нее свежее дыхание и сделать шаг, еще более уверенный шаг навстречу друг другу, чтобы мы были вместе. Спасибо вам за то, что приехали, за то, что пришли к нам на эфир.